Всем доброго дня, всем здравствуйте. Вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. Дайджест за неделю. Самое интересное и самое актуальное для нас в этом выпуске. Поговорим о предстоящем чемпионате Азии. Заглянем в тот же самый триатлон-парк, где пройдет это мероприятие. И посетим чемпионат города Нур-Султан по триатлону среди возрастных категорий U17 и U15. Ну и также посмотрим на Ironman, который прошел в Испании. Погнали! 23-24 июля в столице Казахстана пройдет, наверное, одно из главных мероприятий этого года в плане, конечно же, элиты профессиональных атлетов, чемпионат Азии. Континентальное первенство, но и нужно понимать, что пройдет оно в возрастной группе до 23 и до 19 лет, где мы, конечно же, рассчитываем на самые-самые высокие места и самые положительные результаты. Тем более, что наша сборная, наши члены команды готовы по полной программе выложиться и показать, тем более на домашней трассе, которую, я думаю, что за это время они прекрасно изучили, показать хороший результат. Но соперники, конечно же, будут непростые. Традиционно Япония представлена с одной из самых, наверное, масштабных представительств по сравнению с другими организациями. А так более 15 государств заявили и подали заявки на участие в чемпионате Азии. Что касается Кубка Тимирадам, то он состоится 24 июля в воскресенье, пройдет в необычном и в новом формате для нашего мероприятия, да, для Кубка Тимирадам полноценная эстафета 2+1. Э, Каждый член команды, каждый член эстафеты проходит полностью целиком триатлонный этап отдельно и затем передает эстафету другому. Совсем немножко времени остается, подготовка полным ходом, как всегда, все вот так в авральном режиме. Но самое главное, чтобы это мероприятие состоялось, прошло на самом высоком уровне. Приходите поддержать 23-24 июля с самого раннего утра. Начинаем. Чемпионат Азии в Нур-Султане. Ну и давайте к мероприятию, которое прошло в эти выходные, точнее в воскресенье состоялся открытый чемпионат города Нур-Султан по триатлону. Проводила его столичная федерация. Нужно сказать, что своими силами провели очень хороший, компактный, маленький такой, но веселый ивент. Возрастные категории U17 и U15, ну а для самых маленьких атлетов была приготовлена дистанция акватлон, где нужно было 50 метров проплыть и еще 400 пробежать. В общем, было интересно и задорно, и весело. Но давайте по порядку. На первыми на старт вышли представители категории U17. Не знаю, что с ними не так, но кто-то из них явно грешен, потому что с самого утра просто зарядил такой не ливень, конечно же, но проливной дождик, который явно добавлял атмосферы этому старту. Ну и нужно сказать, что лучше всего и, наверное, приспособились быстрее всего к таким погодным условиям представители Акмолинской области, которые также пожаловали на этот чемпионат. Ну и Арлан Жанабай стал чемпионом на этой дистанции суперспринтерской. Второе место Никита Дубинский, Станислав Глок замкнул тройку призеров. Лучшим из столичной федерации, да, города Нур-Султан стал Али Жанат. Он показал пятый результат. Ну и также, наверное, отметим Илью Крупикова, который вошел в десятку, представитель Алматы. Вообще нужно сказать, что и Алмата, и Акмольская область, Кокшетау, да, пожаловали на это первенство. И нужно сказать, что вот такие старты для них, я думаю, точно не лишним. Что касается возрастной категории U15, там точно такая же была дистанция. И, как говорится, тут снова хозяева гостеприимно себя повели. Первое место и чемпионом в этой возрастной категории стал представитель Алматы Саид Назаров, показавший время 25 минут и 50 секунд. Второе место Дархан Сакен, третье Алиаскар Енет. Оба представляют Нур-Султан. Лучшим из представителей Акмолинской области стал Артем Бедрин, он показал пятый результат, ну и Диппершмидт Гор на седьмой строчке расположился. Это что касается мужского зачета. У девушек вот здесь, наверное, гостеприимство вообще не проявили девушки, но и Диана Ержанова, как и полагается, наверное, фавориту этой возрастной категории, показала класс, а ее результат 28 минут 37 секунд. Следом за ней представительницы Акмолинской области Арина Давыдова и София
Вот они буквально в меньше, чем в минуте расположились от чемпионки этой возрастной категории. Нужно сказать, что если у мужчин с лидерством постоянно происходили такие замены, и что на плавании, что на велоэтапе, то, наверное, у девушек категории Ю-15 Диана Ержанова буквально с первых метров захватила лидерство, и это лидерство до самого финиша не отдавала. Что касается акватлона, да, как я и говорил, для самых маленьких, то тут, наверное, у мужчин, у парней, да, до 12 лет чемпионом стал Глеб Уханов из Акмолинской области. Его земляк Роман Игнатович показал второй результат. И третье место Яромир Пяк из Нур-Султана. У девушек на первой позиции расположилась Дарина Аманжол Алматы, второе место Алла Нурмухамед Нурсултан и третье место Аяжан Касьянова Акмолинская область. Вот такие результаты выступлений на дистанции суперспринт и акватлон чемпионата города Нур-Султан. Большое спасибо всем, кто пришел поддержать самых маленьких и юных участников. Ну и нужно, наверное, поздравить Федерацию триатлона Нур-Султана с этим эвентом, с этим праздником, потому что провели очень классное мероприятие. Давайте немножко поговорим об Ironman, точнее об одном из стартов, который прошел в Испании, в местечке под названием, так сразу и не выговоришь, конечно же, Витория Гастиес. 35 атлетов было заявлено в категории ПРО, из них на старт вышло 24, а финишировало итого 17. Ну и нужно сказать, что испанский берег лучше всего дался в качестве прохождения этой трассы представителям зеленого континента, представителям Австралии, которые, наверное, чувствовали себя действительно как дома. Не знаю, почему вот так сложилось, но что касается победителя этой гонки, то Ник Кастелейн стал чемпионом и, соответственно, заработал слот на Кону. Ну и его соотечественник Кэмерон Бурф, который долгое время был в лидерах, но вот на беге отдал свое преимущество и потерял первую позицию, сумел сохранить второе место. Оба австралийца получили слот на Кону, чемпионат мира 2022 года. Я думаю, что для них это было приоритетным и главным заданием. Ну и, наверное, отдельно выделить можно, наверное, немецкого айронмена Доминика Совине, который впервые вообще сумел забраться на подиум и показать третий результат в этой гонке. Что касается еще результатов, то, наверное, тут параллельно можно ответить, что большое представительство постсоветского пространства было представлено в возрастных категориях. И вот результат, наверное, представительницы Кыргызстана Александры Анчиной, которая выиграла свою возрастную группу 18-24. Вот ее бы, наверное, мы тоже отметили и поздравили. В швейцарском Туне лучше всех проплыла и уехала Даниэла Риф, несмотря на то, что на беге показалось всего лишь 7-й результат, но для Даниэла это вполне хватило, чтобы выиграть эту гонку и, соответственно, тоже заработать долгожданный слот. Также на старт в этой гонке выходили представители Литвы, Украины. В общем, на каждом крупном ивенте, где было представлено в эти выходные в Европе, Ironman или половинки, достаточно большое представительство было Армении, Азербайджана, Украины, Литвы. В общем, все с постсоветского пространства выступали и покоряли свои дистанции. Вот такие промежуточные итоги Ironman. Ну и, наверное, больше не к спортивным новостям, а к новостям, больше присущих триатлону. Тем не менее, руководитель и президент Международной организации Федерации триатлона Марисоль Касада вошла в состав жюри премии Sport for One Community Awards. В общем, она также наряду с другими известными личностями будет определять одних из лучших спортивных атлетов. Так что тут, как говорится, только пожелать хочется удачи Марисоль, ну и проявить объективность. Это касательно вот таких новостей из мира триатлона. Ну и еще раз не забывайте, в эти выходные 23-24 чемпионат Азии в Нур-Султане, триатлон парк с 6 утра, даже приходите пораньше. Если, конечно, проснетесь, мы будем рады вас видеть. Чемпионат Азии. Ждем. Всем большое спасибо, кто смотрел этот выпуск. Ставьте лайк, дизлайк, колокольчик. Всех до новых встреч. Болейте на здоровье.